У меня на доске весь богатый внутренний мир курицы. Ее печень, ее желудок и ее сердца. Я буду готовить знаменитое грузинское блюдо кучмачи. У него масса кавказских родственников. Вот дживжик армянский, джизбыс азербайджанский. Да, вообще по всему миру внутренности куриной, говяжьей, бараньей, всех прочих живых существ готовят с одинаковым удовольствием и разнообразием. Я начну с, пожалуй, желудков. Здесь кипит вода, в которой я добавлю немного соли и брошу в нее часть куриных внутренностей. Немного приварить в течение 10-15 минут. Мы потом все это вместе будем обжаривать. И поскольку все эти продукты имеют немного разное время приготовления, я постараюсь их подвести к одной точке, из которой им будет удобно готовиться быстро вместе и подойти к финалу в нужной вкусовой консистенции, нужной текстуре и максимально слиться в едином целом в блюде, которое называется кучмач. Итак, 10-15 минут варим куриные желудки. Спустя 10-15 минут внутренности переезжают в чистую миску. Их место занимает другая внутренность, это раз сердце. Те же примерно минуты, 10-15, для того, чтобы сердце приобрело нужные кондиции. Итак, с куриными сердцами происходит ровно то же самое, что до этого случилось с желудками. Судьба их одинаковая. Мы отварили их, слегка отварили, не переваривая. И теперь переходим к следующему этапу приготовления. Теперь примерно то же самое, по похожей модели элементарного действия мы работаем с продуктами, но уже используя не воду, а чистый жар. Сковородка, немного растительного масла, например, оливкового, чуть-чуть специй, хмели-сунели. И высыпаем только что отваренную требуху на сковородку и быстро обжариваем. Мы жарим это все по отдельности, по единственной причине не хотим допустить толщи здесь в сковороде. Мы хотим именно обжарить, а не потушить или просто прогреть эти внутренности. И поэтому вот то количество требухи, которое я сейчас положил, оно оптимально для вот такой одномоментной обжарки. Соответственно, потом мы, обжарив все это по отдельности, мы это наконец объединим, смажем соусом, и это блюдо будет полностью готово. Так, обжарим, появляются характерные приметы жареного, ну и запах нам тоже дает понять о том, что происходит что-то, так сказать, грандиозное. 2 минуты. Пересыпаем обратно. Еще каплю растительного жира и сердца. Тот же самый опыт. Пару минут пересыпаем. И все та же процедура, простая. Печенку обжариваем до готовности. Готовность печенки, это значит, что она абсолютно прожарена сверху, а внутри имеет такую розоватую нежную текстуру, но лишенная сырого привкуса крови. Обычно для этого достаточно 3-4 минуты, если печенка такими крупными кусками, как у меня. Может быть, даже если ее много, да, будет понадобиться 5-7, а тонкие, если тонко нарубить ломтиками или кусочками нарезать печенку, достаточно минуты или 2. Так, обжаренная печенка переезжает обратно. И мы можем заняться приготовлением соуса. Снова масло, репчатый лук, нарубленный кубиком. Сильно не пережариваем до пота, когда выступит влага на поверхности маленьких кубиков лука. Немного черного перца для вкуса. В зависимости от того, насколько вы любите острое, аджика, абхазская аджика, еще чуть-чуть хмели-сунели. Прожариваем овощи вместе со специями. Добавляем чеснок. Ни в коем случае не пережигаем его. Теперь добавляем немного куриного бульона, холодное сливочное масло, чтобы затянуть этот соус и сделать его ярким и насыщенным по вкусу. Свежая зелень. Куда уж без нее в грузинской кухне. Тархун.
уже была кинза. И возвращаем на место требуху. Итак, последнее, что можно сделать для нашего кучмача, это взять немного свежей зелени, просто для декорации посыпать сверху эстрагон, кинза. Добавить в это довольно яркое, насыщенное, тяжелое, мужское, брутальное блюдо элемент легкости и красоты, и изящества, и элегантности в виде гранатных зерен. Кроме того, это такая прекрасная кислота и удивительно, совершенно прекрасным образом сочетается по вкусу, просто ноты сладко-кислых жидкости, которые содержат гранатовые зерна. Они, конечно, все украшают. Разумеется, это не канонический рецепт. В каждой кавказской деревне существует своя единственная правильная версия. Ну, попробуйте хотя бы эту, придумайте свою. В общем, дерзайте.